Что происходит? Смотрите, бурундук. Что-то с ним случилось, ребят. Больная или что она? Ну а если съесть вот это красивые ягоды, вы просто умрете. И в ведре 50 на 50. Мусор. Одного уже я нашел. Опачки. Радостно увидел. Спал, наверное. Не оставлю я тебя. Не оставлю я тебя, бездельника. Успокойтесь. Ну все, ребят, я на избе. Тулана отпустил, пускай гуляет на воле. И сейчас я покажу. Вчера я вам обещал, что покажу улов. Что случилось? Вот резиновая лодка. Ну и вот улов. Вон он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 окуней. Хороших. Все окуни. Щуки нету, к сожалению. Так, 4, 5, 6, 7. 9 штук. 9 окуней. Хорошее жаркое получится. Схожу за водой. Вода в ведро быстро заканчивается. Вроде. Ну, блин, чайник поставил. Котелок. Все. Вчера, наверное, раза 3 или 4 я там за водой ходил. Сегодня первый раз. Сейчас еще лодку сполосну. Рыбу почищу и сходим за черникой, посмотрим, есть или нет. Да, и она может, возможно, даже и нету, потому что как-никак собирают ягоды. Вот такая речушка, ребят. Обычная вода вон там, где-то на сантиметров 50-60 уровень больше бывает. В это время я имею в виду. Блин, начало сентября. И даже осенью пока и не пахнет. На улице тепло. Рябчики вообще не свистят. Вообще их нету. В это время они обычно уже, знаешь, идешь так по дороге, и они слышно их. Должны уже их, ну, как сказать, они становятся активными. Поздняя осень, видать, будет в этом году. У меня осталось еще 4 яйца. Пожарю на яички. Свежие огурцы есть. Ну и бич-пакет. Доширак. Заморачиваться сегодня готовкой вообще не собираюсь. Самый быстрый, легкий вариант готовки выберу это
приготовить яйцо глазунью. Ну и на скорую руку бич-пакет можно еще организовать. Все это на костре приготовим. Ребят, сел я завтракать, смотрите. Пожарил яичницу, огурчики искусали. Машкары очень много. Ветра вообще нету. Ну, безветренно, штиль, полный штиль. Сейчас позавтракаем. Попробуем, что получилось. Сегодня ничего не добавлял. Только как яйцо на растительном масле. Когда хочется кушать, очень вкусно. В общем, я завтракаю. Что происходит? Смотрите, бурундук. Что-то с ним случилось, ребят. Больная или что она? О. Маленький бурундук. Не убегает ничего. Я раны не вижу, чтобы, скажем, какая-то рана у него была. Видите? Наконец. Да нет, что-то с ним случилось, ребят. Да этот бедолага обречен. Что-то случилось с ним. Вон. Беги. Давай, прячься куда-нибудь. Что-то случилось, видать. Тулан впереди меня где-то идет. Я, в общем, собрался за черникой. Вот ядовитая, настоящее ядовитое растение.
Вон она, ребят. Запомните. Я не знаю, как это называется. Но если съесть вот это красивые ягоды, вы просто умрете. Это ядовитое растение. Так и вот соблазн такой вот, как будто, вот, знаете, вот, как красная смородина. Вон он висит. Но это ядовитое растение. Не знаю, как называется, выргормаг мы называем. А по-русски? Я в своих фильмах уже об этом рассказывал, показывал. Вот так встретишь животных. И вот видите, как он тоже вот от чего-то, может, заболел, может, я не знаю, что случилось с ним. Трясется, короче. Ну, явно погибает, умирает. Такая природа. Также, наверное, и лось, и медведи от старости, от болезни так умирают. Птицы. Скажем, вот некоторые птицы живут глухари десятки лет. Их не добывают, и как-то самосохранение хорошее, под зверя не попадает, под ястреба. И придет время, он просто умирает. А от чего? Не знаю. Молодой бурундук. Вот. Сейчас этот пенек надо откинуть. Постоянно здесь УАЗиком прыгаю. Дерево сломалось. Тоже и деревья. Придет время, и ветром валом свалит, или же от перестоялости просто сгниет и упадет на землю. Ничего вечного нету. Просто вот куда ни плюнь, ничего вечного нету. Что трава, деревья, звери, птицы, человек. Ничего. Может, алмаз действительно, и с ним ничего не случится, там бриллианты вот эти, стекляшки. А в остальном даже металл ржавеет. Вот. А вон бездельник появился. Оставил меня. Эти грибы для соления, волнушки. Но мало их. Просто дождя не хватает. И второе, ребят, что я хочу сказать. Дома на будни Олега там на канале постоянно показываю свою рябину, где очень много ягод рябины, плодов. А здесь в лесу вообще нету ягод. Представляете, вот вообще. Черемуха есть, а вот рябины, сколько деревьев я не смотрю. Бывает, знаешь, вдоль дороги все красным красно там. Вон рябина и слева рябина. Рябины нету. Вообще нету. Вот дровишки, пожалуйста. Вот. Я думал, здесь поперек в прошлом году лежал он. Думал, спилили, увезли, а нет. Вот, пожалуйста. Можно спилить и на избу или домой. Целое бревно лежит. Бесхозное. Вдоль дороги. Прям, да, надо подумать насчет этого. Может, даже домой отвезу. Это белка. Да. Где он? Сегодня вторую белку уже я вижу. С утра одного видел. А сейчас услышал. А, он цокает. Увидел. Вон он цокает. Пока правильно лает. Где-то я видел. А, вон сидит, увидел. Ага, красный. Вон. Ага, поднимается тихонько. Спина чуть-чуть синеватая, спина. Чуть-чуть уже синеватая спина и хвостик. Уже начал мех менять потихоньку.
Пошли. Лах нам. Белка нам не нужна. Не хочу, чтобы он белкой баловался. Пошли. Молодец. Мам. Белка нам не нужна. Куница другое дело. Глухарь другое дело. Пошли, лах. Рябчик. Белка. Вообще, чтобы собака не лаяла. Вообще он не нужен нам. На обратном пути еще вдоль дороги грибы пособираю. Там 2 штуки я увидел. Сейчас чернику наберем хоть немножко. Если она есть тут. Ветра нету. Что-то настроение на сбор. Ягод тоже особо нету. Ну, немножко ягоды я вижу. Потихоньку начинаю собирать. Собираю потихоньку. Сегодня только один мусор идет. Пипец. Вот посмотрите. Листва полностью отходит. И в ведре 50 на 50. Мусор. Вот столько листьев. Это пылесосом придется мне чистить дома. Это да. Все это последний раз, наверное, собираю в этом сезоне. Но от села, может, еще так схожу, чтобы свежую чернику так покушать. А в остальном вкусно. Или подождать, чтобы эта листва вся выпала. Сколько листвы? Пипец. Да, комбайном, конечно, собирать сейчас. Пипец. Наконец-то объявился первый рябчик. Вон там где-то свистит. Только один. Местами листва уже выпала. И черника очень хорошо видна. Вот такое количество ребят тут. Видите? Побольше бы таких полянок. Быстрее набирается. Вкусно. Вон она. Еще не мятая. Как бы листья отходят, но сама ягода еще в соку. Да, ветер. Был бы ветер, все сдувало бы. Ой. Ай, как-то противно даже такое собирать. Фу. Ну вот, пол ведра. Ну, 10 литров. 10-литровое ведро, это 5 литров примерно тут. Больше собрать не стану. У меня на спине ограничитель. Так что немножко пособирал на угощение. Ягоды в принципе есть. Только собирай. Но когда собираешь и один к одному мусор идет, ну это уже как-то интерес теряю. Одного уже я нашел. Опачки. Видать, хороший. Вон, смотрите. Вообще красавчик.
Тут еще гриб. Вон он. Тут не очень. Дома почищу. Дома буду чистить. Тут была на хорошей душе. О, как ломается хорошо. Похоже на маховика. Ой. Ай-яй-яй. А этот хороший, как ни странно. Покрупнее, хороший. Маховик чуть позже выйдет. Он любит сырость. Дождливая осень для него это самое то. Вот еще такой большой. Ой. Ну вроде и чистый. В то же время уже как-то чернеет, как мумия становится. Фу. Прошел 10 метров. Раз, два, три. Вот так вот. Будем проверять. Сейчас фотографию сделаю. Ребят, фотографию вы можете посмотреть в телеграм-канале. В описании есть ссылка. Вроде бы оставлял. И в Одноклассниках. ВКонтакте не выкладываю. Там очень тяжело загружается. И если хотите фотографии, видео смотреть, вот так немножко фотографии делаю. И уже ракурс надо вот подобрать. Сейчас, короче, пару фоток сделаю. Ой, пипец, блядь. Фу. Чуть не напали нахуй. Сколько их там? Ой. Супер черви, блядь. Не черви, а вот такие. Я не знаю, кто они там. Вон они бегают. Черные. Фу, блядь, сколько же вас тут. Дома почищу. Вроде нормальный гриб. Еще этот проверим. Видите, как ломается. Вон он, хороший. Ножа нету. Ругайтесь, не ругайтесь. Бесполезно. Нет ножа, приходится ломать. Белку покажу. Предала себя. Вон она. Ох, как шустро поднялась. Вон он. Из дерева на дерево прыгает. Уже там. Пускай живет. Пошли. Лан. Здесь грибов нет, между прочим. Наверное. Думаю, даже собирали тут. Лак, пошли. Как тут мимо пройдешь? Вот как? Когда вон. Какая вкуснятина тут. Сколько же вас тут. Море черники. И, между прочим, вкусная. Сейчас их нормально покушаю.
Вот так мне помогает бездельник. Я, ребят, все-таки решил сегодня заготовить эти дрова, что возможно снимаю с полен бересту, так как летом я не заготовил. Береста нужная вещь, короче, для растопки печи. Вот видели, какая куча тут была у нас этих бревен. Думал, хватит заправка, не хватило. Вот раз, два, три, четыре таких полтораметровых, ну, грубо говоря, 3 полтораметровых бревен осталось. Чуть-чуть не хватило. Вот так он кушает топливо. Кушает, скажу вам, аппетит еще тот. Вот, напополам я колю и сюда буду складывать. Но это сырые дрова, сырые. Здесь отдельно отделяю вот такие полена. Ой, какие, уф, как воняет, ребят. Поверьте, плесень, ух. Ах, под берестой он преет. Вот эти полена отделяю, они не такие толстые. И когда я в следующий раз перееду, уже буду им топить. Как бы на ночь я буду 2 чурки в печь закидывать, и он будет тлеть. Да? Ваш комментарий, товарищ бездельник? А? Ой. Ну вот. Ну, в остальном, в принципе, дела идет. Жарко, очень жарко. Ветра нету совсем. Солнце вышло и проясняется. На улице проясняется. Думаю, зачем я буду оставлять на следующий день, если я могу сегодня сделать. Опять приедешь, надо смотреть время тратить на это. А сегодня у меня пока данный момент время есть. В следующий раз я уже крышей буду заниматься и охотой, рыбалкой. А это уже дело сегодня сделаю. Фу, вспотел. К вечеру машкара уже вышла. Заварил доширак, буду обедать. Обед. Время 3 часа. Так, ну еще там примерно час, наверное, возни. Меньше часа с уборкой территории, я имею в виду. Надо сложить все дрова, убрать территорию, ну и буду собираться. Фу, машкара уже одолевает, конечно. Очень много их. Вечером их просто туча, честное слово. Так, ну, как без доширака, ребят? Конечно же, с дошираком веселее, потому что вот захотелось покушать, и вот ты работаешь, а она готовится буквально за 2 минуты. Ну, 5-10, не больше. Не надо стоять у плиты там, чистить картошку, там еще что-то там. Это на скорую руку. Сейчас я это съем, а уже дома буду ужинать нормально.
Так, ребят, ну все. Здесь я немножко прибрал. За собой ведро пустое, чайник, котелок без воды. Шкаф закрыл. Если кто будет в гостях, обязательно закрывайте шкаф. Ну, что тут у нас? Соль, антикомарин, спички. Там пачку макарону оставил. И растительное масло. Растительное масло новое надо привезти. Сахарный песок забыл. Ну, это другой раз. Оставлю сахарный песок еще. Ну так, вдруг, на всякий пожарный кто-то, если попадет в трудную минуту. Просто случаи уже бывало. Бывали уже случаи. Весной один, у нас старая изба там стояла. Весной, как бы, люди попали в такое время, что река резко открылась, и они как на острове оказались. Там ниже, вот через мост, что я проезжаю, там, короче, вода поднялась и мост все залило. Ни связи, ничего тогда не было. Они вот просто жили в нашей избе, а в избе у нас продуктов очень много было. Ладно, ну что еще? Чистота, порядок. Все, изба, до следующего похода. Тут все закрыл. Бездельник уже, вон, смотри, улыбается. Морда наглая. В кабине у меня много этого, как сказать, рюкзак, ящик, одним словом. Пускай тут. И ему тут здесь прохладнее, в кабине очень жарко. Вот так. Ночевали одну ночь, все было хорошо. Я здесь даже не закрывал ничего. Вот, все открыто. Вечером просто кошмар, очень много этих, как сказать, мошкары, а ночью уже они как бы тоже засыпают, наверное, их нету. Утром вообще не было, чуть-чуть только. Здесь тоже немножко порядок. Следующий поход, возможно, будет уже продолжение ремонта, как бы, может быть, даже жестянку привезу и прибью эти жестянки, закрою эти доски. Если не закрыть, ну, десяток лет и опять сгниет все. По-новому придется закрывать. Но кому интересно, продолжение следует. Ждите продолжения. Нижние венцы я менял. Сколько лет мы уже с Денисом меняли, наверное, 3 года прошло или сколько? 2 или 3. Сейчас вот оттуда я когда... Нет. Да, оттуда, наверное, или отсюда. Но ну, с той стороны, когда смотрел на избу, немножко, чуть-чуть, как будто... Вот отсюда я смотрю, все ровно вроде. А издалека вот этот угол как будто чуть-чуть выше, на сантиметров 5. Надо уровнем там прикинуть. Вот столько дров получилось. Это уже в зимних походах пригодится. Но осенних это еще... У меня осенний поход только начинается. Я еще приду и до зимы я, возможно, это потрачу. А вот это, конечно, надо было уже весной приготовить дрова, чтобы за все лето высушилось. Но, знаете, вот следующий поход, возможно, еще где-нибудь сушину я куда-то привезу и спилю. Вот здесь еще запас дров надо чуть-чуть хоть добавить. Если в одиночку, в принципе, мне хватит. Но кто его знает, может, будут еще ночевать. Не знаю. Вот. Ночевали бы, да еще с дровами приезжали. Вообще класс. Потому что я знаю одних, которые с дровами приехали. Ну, говорю, здесь дрова есть. И обратно с дровами уехали. Здесь потратили, а сами с дровами уехали. Да, это я точно знаю, было дело. Потому что сами, кто сюда приезжал, они мне сами так сказали. Ну, я промолчал, ничего не сказал. Но так дело не делается, конечно. Потратил, извини, надо сделать. По возможности. Если на техника, если понятно, ты пешком где-нибудь или на лыжах с одним топором, это другое дело. А когда ты с пилой на буране,
конечно же, надо спилить и привезти. Вот. Вот такая речушка. Что-то облачно, вот, как будто вот дождливые небо, как бы туча такая вот. Вот должен дождь быть, а нету дождя. Все, короче, давайте, буду заканчивать. Всем спасибо вам за подписку и за лайки. Ждите продолжения осенних походов. А мы сейчас поедем уже. Сегодня снимать ничего не стану, болтать, я имею в виду. Все, пока. До новых встреч. Давай, изба. До новых встреч, скажи. Приедем еще. Он так бездельник. Там цепь у него и там еще на машине. Вот смотрите, сколько машкары там видно. Прям толпа их. Все, поехали. Все классно. Все чисто, порядок. Вот еще. Столик надо мне новый здесь поставить. 4 столба. И да, этим вот это надо мне придется еще сделать. Там у меня доски есть. Вон там доски. Из этих досок новый столик надо сделать в следующий раз. Не, сегодня точно не стану. Машкары очень много. Все, я поехал.